Новые дома, стройки, дымят трубы, проходят корабли, суетятся машины и люди. Примерно так видится со стороны жизнь противоположного берега реки Лены, поселка Нижний Бестях, с основной грузопассажирской паромной переправой, работающей в летний период с окончания ледохода до начала ледостава. Тарифное расстояние между населенными пунктами Якутском и Бестяхом 23 километра. Зимой связь осуществляется по льду реки. В межсезонье связь возможна вертолетом или судном на воздушной подушке. Сейчас Нижний Бестях – административный центр Мегино-Кангаласского улуса Якутии, а возник поселок в 20-х годах как транспортно-перевалочный пункт. Отнесен к категории рабочих поселков в 1971 году. Во времена могущества Советского Союза здесь существовала одна из самых крупных автобаз, насчитывающих более 600 автомашин, обслуживающих весь правый берег реки Лены, с автотрассами на крайний север. В Нижнем Бестяхе существовала мощная грузоперерабатывающая база потребительского союза «Холбас». Люди ехали сюда, чтобы заработать денег, и еще за мечтой советского человека – автомашиной. Вот такие неприхотливые желания человека превращались в огромный, судьбоносный поворот жизни. Приехал на 3 года заработать на машину, а 3 года оказались очень длинные. И до сих пор. Ребятишки не хотят туда ехать, в Красноярский край в смысле. Здесь, а мы с бабулей тоже собирались уезжать, потом, ну что, мы уедем, они здесь, внуки здесь, дочери здесь, это самое. Но решили остаться. Куда кривая вывезет. В Нижнем Бестяхе проживаю с 70-го года. Муж у меня местный. Здесь родился, здесь вырос, здесь живет, он никуда не хочет уезжать. Он меня молоденькую сюда привез. Мы на базе работали, она 5 районов раньше снабжала. Вот. Намного очень грузов было. Это все районы, мы все обеспечивали все улусы. В свое время Бестях был маленький, компактный, рабочий был, как рабочий поселок. Работы много было. Очень было весело было. Как-то молодежь, у нас национальности, все национальности здесь работали. У нас распри никаких не было. Мы все вместе в кучке работали, и дружные мы были. И мы вот до сих пор, сейчас вот по молодости, с кем мы работали, учились, мы дружим до сих пор. Вот старые мы все дружим, со всех улусов мы дружим. Мы встречаемся, мы как будто родные. Я приехал в 1969 году. И поступил на предприятие водителем. Вначале я работал почтовый, почту возил на маленьких машинах. Потом стажировался на большие машины и в рейс стал ходить. Многие приезжали на заработки, а я приехал по инициативе поднимать север. И приехал сюда, в Нижний Бестях. Так и обосновался в Нижнем Бестяхе, стал водителем. Познакомился со своей супругой. В общем, мы рядом жили, а там были 2 девчонки. Моя супруга в данное время, Зоя Ивановна, жили рядом. Вот и наше знакомство до сих пор продолжается уже семейным. Детей заимели, 3 сыновей. Вот внуки сейчас в данное время. Вот и езжу до сих пор. Уже нахожусь на пенсии и продолжаю работать. По северу везде езжу, груза перевожу. В Анабаре были, Нижиянске, Чикурдахе. Вот это дальние точки такие. Нижний Бестях – это наша база, где мы живем, проживаем. Это вот центр нашего Нижнего Бестяха. Отсюда начало всего пути. Во-первых, то, что у нас суровые зимы, беспокоишься, когда, конечно, не дай бог, там машина сломается, за это беспокоишься. А еще больше стала беспокоиться. Я уверена в своем супруге, потому что он и поможет, он выйдет из любой ситуации. Вот. А я, конечно, за своих сыновей. А они у меня экстремалы, любят. Хотя у них профессии совершенно далеки от водительских.
Но они любят вот именно экстрим. И поэтому, особенно северные дороги, они очень опасны. Я, например, хоть я родилась в Качекацах, а всю жизнь я прожила здесь, в Нижнем Бестяхе. Меня сюда привезли, у меня отец был дорожным мастером. И меня сюда привезли, когда мне было всего 2 года. Нет, никогда не хотелось куда-то уехать. И дети здесь обосновываются, поэтому. Приезжали по разным причинам в Нижний Бестях. Здесь они становились работниками, обслуживающими нужды отдаленных улусов Якутии и Крайнего Севера. А дальше жизнь для наших героев шла по накатанной. Работа, дом, рождение детей, заботы о хлебе насущном. И люди уже не могли отлучиться от поселка. Я вот работала поваром, а потом по болезни ушла. И как бы открыла свое дело ИП. Ну, тоже 20 лет занималась торговлей. Я Бестях свой очень люблю. Я город не люблю. Такой шебутной, суетной. Как в город съездишь, приезжаешь домой. Ой, думаю, слава богу, в Бестях приехал домой. Я здесь родилась, и у нас на улице Ленина стояло несколько домов. Ну, вот как от садика начинается. Раньше был садик Аленушка, сейчас Солнышко. И вот несколько домов, потом Запротока. И в основном вся жизнь у нас бурлила. Это база Холбас, БТП. И мы дети холбасовские. Носились, играли. Вот это вот песчаная гора, вот это вот лес, природа. Это все наше было. Вот этот первый клуб, построенный директором базы Холбас, моим отцом. Это было у нас сосредоточение всего. Там работала у нас заведующий клубом Голубцова Лидия. Она всех нас сплочала, мы все были дружны. У нас не было ни национальных, ни распри по богатству, по бедности или что-то. Мы все были равны, мы жили дружно. Сегодня Нижний Бестях – один из быстро развивающихся населенных пунктов Дальнего Востока и является важным транспортным узлом. Здесь стыкуются 2 автодороги федерального значения – М-56 Лена и Колыма, а также автодорога республиканского значения Амга. И главное – Амуро-Якутская железнодорожная магистраль, частично действующая и строящаяся железная дорога Восточной России, связывающая Транссибирскую магистраль и Байкало-Амурскую магистраль с Республикой Саха-Якутия. И ее строящийся участок к северу от Амуда должен, наконец, соединить центральные районы республики и ее столицу, город Якутск, с железнодорожной сетью страны. Участок от Тамота до Нижнего Бестяха имеет статус строящегося и, как ожидают, будет закончен в 2013 году, когда будет открыто пассажирское движение. На 2012 год определены приоритетные направления и задачи. Необходимо выполнить следующие работы. Путевое развитие на станции Нижний Бестях, строительство железнодорожного вокзала, грузового двора и ремонтного блока. Всего на станции Нижний Бестях будет возведено более 85 сооружений. В связи с предстоящим вводом в эксплуатацию в 2013 году железнодорожной линии Томот-Якутск и Нижний Бестях необходимо начать подготовку к эксплуатации данного участка, а именно укрепление материально-технической базы, включая подвижной состав и оборудование, открытие станций для выполнения коммерческих операций, комплектование квалифицированными кадрами. Общая потребность в кадрах составляет более 4000 человек. Обеспечение жильем работников компании «Железные дороги Якутии». Однако жизнь в самом поселке не имеет даже отдаленного намека на прогресс и развитие. Скорее наоборот. Тихая, безропотная тоска. Лишь изредка нарушается гулом проезжающих машин и музыкой из окон двухэтажных деревяшек. Дивная якутская природа постепенно разрушается мусором, добрая половина которого состоит из пластика и алюминия пивных бутылок. А ведь Нижний Бестях в переводе с якутского языка означает «сосновый бор». Обшитые кое-где на современный лад дома,
сравнительно чистый и прибранный центральный район. По-деревенскому уютный дом культуры, который требует капитального ремонта. На фоне бытового поселкового беспорядка особо холёной выглядит федеральная трасса. Кажется, что цивилизация административного центра Якутии пролегает именно здесь, вдоль ровной дороги, меж современных автозаправочных станций. В погоне за новшествами и идеями прогрессивной жизни мы часто не обращаем внимания на потребности наших отцов и дедов, которые свою жизнь посвятили честной работе, воспитанию детей и внуков. Сегодня они составляют основной костяк жителей поселка Нижний Пестях и могут уже с высоты прожитых лет поделиться своим видением лучшей жизни Нижнего Пестяха. Вы понимаете, вот молодежи нечем заняться. Для молодежи нет ничего. Нет вот какого-то вот вождя, что ли, чтобы он вел вот именно молодежь к светлому и хорошему. Сейчас вот много негатива всякого, и криминала, и наркомании, и всего. Вот хотелось бы, чтобы... Уже надо, конечно, вот... Ну, это же все-таки наше будущее. Надо, чтобы занимались вот именно для молодежи. Детские сады, чтобы строили, чтобы не было таких вот очередей, чтобы мамы шли и работали. Потому что вот раньше мы отдали в садик, мы работаем спокойно, а сейчас нет. Сейчас нет. Дочь у меня на работе, значит, ребенок у меня, и вот такие проблемы. Я никуда не хочу уезжать. Я уже как прирос здесь, к этой земле. Мне все нравится, но я хочу, чтобы более развивался, чтобы дети были счастливы, чтобы были внуки обеспечены, чтобы были рабочие места, чтобы это создавались, чтобы, допустим, нашим в первую очередь должны быть рабочие места. Значит, должны давать участки на нашим детям, чтобы могли обосноваться, жить, чтобы постоянное жительство было. А так все, многие ждут, вот квартиру мне дадут, мне должны дать. Человек должен сам, допустим, для себя должен что-то создавать. Строить, значит, надо помочь, допустим, в этом плане местным руководителям. И мы хотим, чтобы наши вот эти все, которые здесь живут, наш многонациональный этот поселок, он чтобы дружный, чтобы процветал, чтобы им молодежь у нас оставалась, чтобы им было рабочие места давали, хотя бы маленькие открывали какие-то предприятия. Вот это вот нету этого у нас. И мы боимся этой железной дороги, потому что я считаю, что, вот не я считаю, а нам уже по 60, по 7-му десятку, и мы боимся за своих внуков, что они опять вот выучатся и уедут отсюда. Говорят, в каждом слове пожилых людей кроется истина. А решение о строительстве моста через Лену Нижний Пестях останется несколько в стороне от строящейся Амуро-Якутской магистрали. Мост будет возведен в 20 километрах выше по течению. Однако существуют планы продолжения железной дороги до Магадана. Нижний Пестях станет крупным транспортным узлом Якутии и всего северо-востока России. В связи с этим поселку планируется придать статус города. Любите Россию, любите Россию. Для русского сердца земли нет милей.